Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые жители Ленинского района Бишкека, сколько раз у вас было ощущение стыда за депутата? Стыдно за его купленный диплом, стыдно за его неумение говорить и неуместные предложения и мысли. Могу с уверенностью сказать, если выберете меня, вам не будет за меня стыдно. Меня зовут Лейла Саралаева, я журналистка. 28 лет своей жизни я отдала кыргызской журналистике. Люди постарше помнят меня корреспондентом популярной газеты «Дело номер», в которой я проработала в общей сложности 12 лет. В этой газете произошло мое становление как журналиста и как личности. Своими статьями я помогала восстановлению справедливости, критиковала Акаева и Бакиева за узурпацию власти, боролась с коррупцией, писала о проблемах каждого региона Кыргызстана. 10 лет я проработала в крупнейшем международном информационном агентстве Associated Press. Последние 9 лет я являюсь журналистом и главным редактором собственного онлайн-издания «Новые лица». В Кыргызстане практически нет политика или общественного деятеля, с которым бы я не делала интервью. Я написала 1000 статей на самые острые социально-политические темы. Друзья, Кыргызстан – самая лучшая в мире страна, с уникальной природой и климатом, богатая на талантливых, добрых, трудолюбивых людей. Но нам катастрофически не везет с руководством. Проблема Кыргызстана – это нравственные качества тех, кто 32 года руководил страной. Человек, который теряет совесть, теряет все, говорила премьер-министр Израиля Голден Меир, и я с ней полностью согласна. К сожалению, многие наши политики потеряли совесть, променяли ее на теплое кресло, на звон денег, на роскошную жизнь для детей. Наши госчиновники наворовали денег у бедного народа и выводят финансы за границу в надежде, что будут жить счастливо вдали от родины. Но ни один из сбежавших президентов или бывших госчиновников не счастлив на чужбине. Независимости Кыргызстана 32 года. Это годы проб и ошибок, жестоких уроков истории. Принесено огромное количество жертв из числа самых честных и светлых наших граждан. Путь независимости Кыргызстана – это путь массовых разочарований и массовых надежд. После каждого госпереворота, а я пришла к выводу, что у нас не было настоящей революции, после каждого госпереворота жизнь простых граждан не становится лучше. Наоборот, новая элита начинает хапать с еще большим остервенением. Почему за 32 года мы не стали самодостаточным, процветающим народом? Причина не в том, что кыргызы ленивые. Первая причина в том, что у власти были предатели. Люди, как только получали власть, начинали воровать у нас, простых граждан, у своей родной страны. Зарубежные гранты и кредиты, которые успешные страны выделяли нам на развитие, воровитые госчиновники пускали на улучшение своего благосостояния, строили особняки, покупали дорогущие автомобили. Они скупали народные богатства и земли за бесценок, купались в роскоши, а еще разбазаривали наши недра иностранным аферистам. Вторая причина в том, что простой народ не контролирует власть. Нужда, бедность, социальная незащищенность делает нас ограниченными. Спросите себя, вы хотя бы вникали в серьезные темы, которые пишут в независимых СМИ? В погоне за ежедневным куском хлеба мы забываем о том, что власть должна быть подконтрольна. А власть пользуется этим. Запудривает нам мозги армией фейков, которые день и ночь хвалят власть. И за этим шумом не дают разглядеть того, что творят они за нашими спинами. А творят они много чего плохого. Но журналистов, которые говорят правду, называют бузуку и выгоняют из страны. Активистов, которые указывают на промахи власти, сажают в тюрьмы. Но все молчат. И третья причина самая главная. Мы совсем не любим своих детей. Кыргызы – многодетная нация. В каждой семье в среднем 3 ребенка. А значит, главная ценность каждой семьи – это дети. Если бы каждый родитель максимально вкладывал в образование и здоровье своих детей, мы через 10 лет стали бы современной, развитой нацией. Но родители ради заработка бросают детей без присмотра на родственников. В результате дети вырастают с различными психологическими травмами, плохо образованными людьми. Таких людей в Кыргызстане сотни тысяч, и такая же армия подрастает, которые бросают уже своих детей. Это замкнутый круг. А еще мы воруем будущее у своих детей.
Каждый раз, когда вы не ходите голосовать на выборы за достойного кандидата, вы даете шанс пройти в парламент коррупционерам. На выборах они обещают быть вашими слугами. Но не для того они идут в парламент. Они даже не знают ваших проблем. Они идут туда, чтобы еще больше обогатиться. Продавая свои голоса богатым, вы никогда не добьетесь, что ваши проблемы будут решаться. Но самое главное, вы лишаете своих детей возможности жить в развитой, цивилизованной стране. Депутаты Джогур-Кукенеш вместо того, чтобы требовать подотчетности власти, лебезят и выполняют все указания по принятию антинародных законов, и только единицы сопротивляются этому беспределу. Вы спросите, что может сделать один депутат? Очень многое. Депутат, который горит желанием работать, может докопаться до истины и озвучить правду. Мы до сих пор не знаем, на каких условиях передали Кемпирабадское водохранилище. Мы до сих пор не знаем, кому и почему сливали нашу воду. Мы не знаем, почему у нас вдруг возникли проблемы со светом и водой. Мы многого не знаем, потому что власть неподотчетна, неконтролируема и обезумела от вседозволенности. Я, как будущий депутат, обещаю говорить правду. Пусть горькую, но это будет хоть один голос правды, ведь я журналист. Я точно не буду воровать, так как я ваши голоса не покупаю. Я буду отстаивать интересы простого народа, потому что я одна из вас. Итак, моя программа. Первое. Подотчетность исполнительной власти. Первое. Прямые выборы мэров городов. Второе. Разрешение на проведение митингов. Третье. Отчет президента и премьер-министра перед депутатами и журналистами раз в полгода в прямом эфире. Второе. Поддержка социально уязвимых слоев населения. Первое. Обеспечение матерей-одиночек в трудной жизненной ситуации профессиональным образованием, повышение квалификации, содействие в поиске работы. Второе. Поддержка детей из уязвимых слоев населения. Инициирование введения новой должности «Омбудсмен по делам детей», который будет отслеживать и более четко защищать права детей, столкнувшихся с насилием. Третье. Строительство социального жилья. Следующий пункт – сохранение экологии. Первое. Контроль за подготовкой к отопительному сезону и качеству угля в ТЭЦ. Второе. Создание комиссий по защите и сохранению парков и скверов Ленинского района и города. Третье. Постепенный отказ от использования пластика. Следующий пункт – улучшение инфраструктуры столицы. Первое. Возвращение муниципальных земель горожанам, особенно парковых зон. Второе. Ревизия всех строек в Ленинском районе. Запрет на строительство или прекращение строительства там, где нет разрешения. Третье. Строительство тротуаров. Четвертое. Строительство стадиона в Ленинском районе столицы. Следующий пункт – развитие кыргызского языка. Внедрение эффективных и доступных методик изучения кыргызского языка для русскоязычных граждан, особенно старше 50 лет. Уважаемые жители Ленинского района, хватит верить сказкам про осман и сказочных инвесторов, которые придут и построят нам счастливую жизнь. Чудес не бывает. Любой инвестор, который вкладывает деньги, хочет прибыль в 2-3 раза большую. Мы сами должны развивать свою страну. Мы сами должны стать хозяевами своей страны и своей жизни. Почему я иду в депутаты? У меня нет бизнеса, чтобы его защищать. Я успешна в своей профессии и вполне уважаема. Я иду в парламент, чтобы сломать систему, когда все законы работают в интересах 10% богатых людей. Я иду защищать интересы 90% простого населения. Я иду работать и работать как раб на галерах. Пришло время навести порядок в Кыргызстане. И начнем мы с Ленинского района. Ваша задача просто прийти 10 сентября на избирательный участок и отдать свой голос за меня, мой номер 22. Поверьте, я не подведу. Дайте мне шанс защитить ваши права. Я буду работать на благо народа.